Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем об отравлении 16-летней девушки, вероятно, контрафактным алкоголем. Пострадавшая находится в кардиореанимации БСМП Набережных Челнов. В ее крови обнаружили метанол. И о том, как в Нижнекамске утонула молодая девушка. Увидела что-то такое белесое плавает, и я поняла, что это девушка. Ее тело в воде утром обнаружили отдыхающие. А также последнее слово бывшего заместителя начальника исправительной колонии номер 2. Я никоим образом не причастен к совершению преступления. Мужчину обвиняют сразу по 3 статьям Уголовного кодекса. И хроника дорожных происшествий. Нет, и машину вы вообще не снимаете. Зачем? Это и не только прямо сейчас. За жизнь 16-летней девушки бьются нижнекамские врачи. Ее доставили в детскую больницу в воскресенье вечером с подозрением на отравление алкоголем. В крови обнаружили метанол, сильнейший яд, по вкусу и запаху неотличимый от этилового спирта. Ее доставили в больницу с сильной интоксикацией. В крови обнаружили метанол, опасный яд. Всего несколько миллилитров могут привести к тяжелому отравлению и слепоте, а несколько десятков миллилитров могут быть смертельны. Сейчас девушка находится в коме. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Официально эту историю не комментируют, но стало известно, что девушка распивала крепкие алкогольные напитки в компании взрослых друзей. На следующее утро за помощью обратилась ее подруга. 29-летнюю нижнекамку доставили в Челны. Свободных мест в Нижнекамской больнице не оказалось. Пострадавшая находится в кардиореанимации БСМП Набережных Челнов в стабильном состоянии. Угрозы жизни и здоровья нет. Также известно, что в больнице Нижнекамска лечится и еще один мужчина, который также отравился некачественным спиртным. Вместе с девушками или нет, неизвестно. Девушки пили коньяк. Где они его взяли, кто действительно его изготовил и кто им продал, сейчас устанавливают правоохранительные органы. Елена Саляхова, Вера Муратова и Булат Абдульманов. Вызов 112. Тело молодой девушки обнаружили отдыхающие сегодня на воде на несанкционированном пляже реки Кама. Она находилась лицом вниз в нескольких метрах от берега. Как все было, очевидцы рассказали Юлии Гоголевой. Погибшую девушку обнаружила утром женщина, пришедшая на пляж отдохнуть. Она только разложила вещи, взглянула на Каму и поняла, что купаться не будет. Увидела что-то такое белесое плавает, и то, что по лямкам от купальника, я поняла, что это девушка. Я тоже побежала к спасателям. Сказала, вот ребята, говорят, похоже, у вас там дело такое неприятное. Они со мной сходили, да, говорят, действительно, при мне ее вытащим. И все. Я ушла подальше в другую сторону. Женщина рассказала, что спасатели вытащили тело девушки на берег. Возраст погибшей она оценила примерно лет на 20-25. Я только видела со спины, как вытаскивали. То, что я заметила, она была в нижнем белье, а не в купальнике. Так она была лицом вниз, конечно, я ничего не видела, но, по крайней мере, вверх было все гладко, чисто. Ни ран я не заметила в краем глаза. Некоторые горожане видели ночью на берегу отдыхающую и купающуюся компанию и предположили, что она была вместе с ними. Следственный комитет по факту гибели человека проводит проверку. Согласно заключению экспертов, девушка утонула. Сейчас следователям предстоит установить ее личность и выяснить все обстоятельства ее гибели. Юлия Гоголева, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. 33-летний мужчина утонул в озере Гаринское в Зеленодольске. Он купался в необорудованном для этого месте. Водолазам потребовалось около 2 часов, чтобы найти тело татарстанца. Его извлекли на глубине 6 метров и в 15 метрах от берега. Госпитализацией закончилась попытка мужчины залезть на грузовой вагон. Инцидент произошел сегодня ночью на станции «Восточный парк», что в поселке Юдино. Неизвестный мужчина забрался на вагон и получил удар током. Пострадавшего доставили в больницу. В инциденте разбирается транспортная прокуратура. 7 человек спаслись на пожаре в Кукмарском районе благодаря пожарному извещателю. Поздней ночью на улице Чапаева в деревне Верхняя Шунь загорелся бревенчатый дом и сарай. В момент возгорания в помещении находились люди. 4 взрослых и 3 детей. Людей разбудил звук сработавшего автономного пожарного извещателя. Они спешно вышли на улицу. Огонь уничтожил и дом, и сарай, и дворовые постройки. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Женщина пострадала в результате аварии под Казанью. Возле Сухой реки столкнулись 3 машины, 2 из которых после случившегося оказались не на ходу. Что стало причиной аварии, расскажет Наталья Мезина. Как так вы не заметили машину?
Очевидцы и участники аварии утверждают, все произошло из-за водителя «Лады Гранта». Он ехал со стороны Сухой реки и хотел свернуть на трассу М7. И, поворачивая налево, не пропустил встречную иномарку. Женщина за рулем Рено, увидев прямо перед собой «Ладу», остановиться не успела и врезалась легковушке в правый бок. Врезались, да и все, откинул машину. Но виновата не ваша машина? Нет. А Гранта виновата, получается? Гранта. Удар был такой силы, что «Ладу Гранту» развернуло и откинуло настоящую «Ладу X-Ray». Сильные повреждения получили «Лада Гранта» и «Рено». Машины теперь не на ходу. В аварии пострадала женщина, управляющая иномаркой. Медики осмотрели ее на месте, но от госпитализации автоледи отказалась. И вот страховку держите. Причины аварии теперь будут устанавливать в госавтоинспекции на детальном разборе происшествия. Наталья Мезина, Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. 2 человека погибли в результате аварии в Дрожжановском районе. Возле села Старая Шаймурзина опрокинулась «Лада Гранта». По предварительным данным, водитель на высокой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. 50-летний владелец легковушки и его 37-летняя пассажирка погибли на месте. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Девушка-водитель «Шевроле Авео» выехала на встречную полосу, протаранила такси и вылетела с дороги. Все произошло накануне в районе 8 часов вечера на улице Сибгата Хакима. Айрат Назипов был на месте и выяснил причины аварии. Нет, и машину вы вообще не снимаете. Зачем? Она долго не могла прийти в себя и, похоже, не понимала, как произошла авария. Человек за рулем в шоковом состоянии просто не поняла, что случилось, и все. Как рассказали очевидцы, девушка за рулем «Шевроле Авео» ехала по улице Сибгат Хакима в сторону декабристов. В какой-то момент автоледи, видимо, потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, где задела автомобиль такси. После удара неуправляемый «Шевроле» вылетел с дороги, снесла металлическое ограждение проезжей части и остановилась в кустах. Сам автомобиль не получил сильных повреждений, по крайней мере внешне. Люди в аварии не пострадали, не считая эмоционального состояния автоледи. Красная Авео, что-то случилось с левой стороны и в левую сторону машины. И поэтому задел по касательной. Не исключено, что причиной аварии стала неисправность легковушки. Но так ли это на самом деле будут устанавливать автоинспекторы и эксперты страховой компании? Айрат Назипов, Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. 4 машины столкнулись сегодня днем на улице Амирхана. После столкновения часть автомобилей разбросала по дороге. Больше всего досталось машине Hyundai. Иномарка вылетела с дороги и оказалась на бордюре. На место аварии приехала медицинская бригада. Помощь оказали женщине, сидевшей за рулем «Лады X-Ray». В деталях столкновения будут разбираться сотрудники ГИБДД. В Приволжском районном суде Казани выслушали последнее слово бывшего заместителя начальника исправительной колонии номер 2 Игоря Гинтера. Мужчину обвиняют сразу по 3 статьям: мошенничество, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Сам он свою вину полностью отрицает. Айрат Назипов с деталями дела. Я никоим образом не причастен к совершению преступлений, в которых меня обвиняют. На скамье подсудимых экс-заместитель начальника исправительной колонии номер 2 Игорь Гинтер. Как полагает государственное обвинение, 3 года назад мужчина организовал фиктивный аукцион на закупку оборудования. Тогда между колонией и коммерческой компанией был заключен договор на поставку на территории закрытого учреждения 2 формовочных машин для литейного производства. Цена вопроса чуть меньше 3 миллионов рублей. На бумаге договор был исполнен, однако проверка показала, что никакой закупки не было, и оборудование находилось на балансе пенитенциарного учреждения еще с 2015 года. Следователи посчитали, что аферу провернул Игорь Гинтер. Гинтер Игорь Юрьевич обвиняется в совершении преступления в служебном подлоге, злоупотреблением должностными полномочиями, мошенничеством. Сторона гособвинения просит назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с добавлением наказания в исправительной колонии общего режима. Сам обвиняемый свою вину полностью отрицает. В колонии он проработал порядка 20 лет. На последнем слове заявил, что с августа по декабрь 2018 года находился на больничном и длительном отпуске с последующим выходом на пенсию, а потому никакого отношения к афере он не имеет. Для себя просил полного оправдания. Сотрудники ФКУ и К2, которые после моего выхода в отпуск в дальнейшем увольнении проводили аукцион, сами принимали решения по вопросу приобретения формовочных машин. Я никак не мог оказать на них влияние по проведению аукциона и заключению государственного контракта. Причине моего отсутствия на рабочем месте. Суд удалился в совещательную комнату. Приговор Игорю Гинтеру огласят уже завтра. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.